Ассаламу алейкум, доброе утро, уважаемые друзья. Я хотел поделиться с самого утра своими некоторыми очень, я считаю, важными мыслями. Прям поток информации приходит, я просто перед камерой включил и хочу все это сказать. Сейчас появляется много опять старых и новых политиков, которые сейчас опять на критике правительства и президента опять хотят прийти к власти, критикуя. Людей, критикующих, очень много. Зайдите в Facebook, правильно? Вот даже в Facebook. Вот сейчас, что бы ты ни сделал, да, обязательно найдется какой-то процент людей, которые в этом видят негатив и будут критиковать, что такое нехорошее писать, все такое-то. Это очень грустно, так называемые хейтеры. Я вам дам определенных хейтеров. Все, кто хейтеры, пишет негатив, еще позволяет себе даже оскорбления, да, это очень несчастные, чаще невоспитанные, необразованные люди. Но они себя считают очень образованными, но на самом деле это не так. Окей? Поэтому я надеюсь, что обязательно... я надеюсь, что у нас счастливых людей будет становиться с каждым разом все больше, 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 потому что только счастливые люди могут изменить мир. Так вот, возвращаясь, не надо верить людям, которые хотят прийти опять к власти на критике. Вот у нас следующие 3 года будет реально очень сложно вот для восстановления. Я реально это понимаю. Окей? Безработица, денег нет в бюджете, ситуация в мире еще не стабилизировалась, будет очень сложно. И сейчас народ возмущен и где-то обоснованно возмущен. Я не защитник ни правительства, ни президента, но это мы с вами вместе выбрали и президента, и правительство. Окей? Мы имеем то, что мы имеем. Поэтому сейчас мы можем только, опять же, не становиться разрушителями. Мы должны стать созидателями, и каждый должен сделать что-то очень полезное, как минимум для себя. Я понимаю, может, для кого-то трудно, но я все-таки уверен, что большая часть нашего населения, они смогут справиться. Большая часть, я в этом уверен. Люди хотят стать, вот, моя мысль, президентом, допустим, да, у нас через 3 года будут президентские выборы. Я уже сейчас вижу какие-то там определенные тенденции. Сейчас в Джигур-Канеше выборы готовятся люди, и потом президентские будут готовиться выборы. Вот, это тоже период таких потрясений, каких-то столкновений интересов, опять какое-то, что будет какое-то там разделение, все такое-то власти и так далее, 5-10. Окей? Пожалуйста, давайте научимся грамотно выбирать людей, особенно на президентских выборах, да, ну, парламентских, там, я не знаю, как это все будет происходить, но особенно президентские выборы, они очень важны, потому что де-факто президентская страна. Я верю, что один человек, правильный лидер, может изменить очень много что. Чтобы изменить страну, общество, население, есть 2 источника, где можно получить воспитание. Первый источник – это семья, где родители воспитывают молодежь. Второе – это лидер, который своим примером, своими активными действиями, порядочностью, хорошим воспитанием, с чистым сердцем, реально своим примером, подчеркиваю, может воспитать и изменить страну. Я в это верю. Я в этом убежден. Поэтому для правильного президента, для 2 сроков мало. Для неправильного президента и 1 года много. Подчеркиваю, для неправильного президента и 1 года много. Для правильного и 2 сроков мало. Поэтому это очень важный момент, когда мы должны научиться делать правильный выбор. У нас многие идут в политику и говорят, обещают, вот я когда стану там, не знаю, президентом или премьером, я сделаю это, и вот так вот. Очень много говорят. Правильно? Но не надо этому верить. Смотрите, что человек за свою жизнь, за свою карьеру конкретно сделал. Самостоятельно. Вот своими мозгами, своими инициативами, своими действиями, своими ресурсами, там, не знаю, со своей компанией, которая сам осталась, не куда там кого-то назначил, вот я работал директором там-то, это назначается, это не то, которые сами все могут строить, это люди-созидатели. Нам нужны созидатели. И страна, да тоже какая-то структура, которая нужно там созидательно подойти и сделать. У созидательного лидера вокруг будут созидательные люди, и тогда у нас будет хорошая страна. И вот это очень важный момент. Поэтому, пожалуйста, надо сейчас поддерживать в стране мир, помогать по мере возможности правительству и президента, помогать.
Они не идеальны, но мы имеем то, что мы имеем. Это наше правительство, это наш президент, это наш Егор Кенеш. Надо, хотя, может быть, кто-то там не заслуживает, надо уважать, но сфокусироваться на себе. От того, что мы будем сейчас критиковать, вот, из себя вытаскивать нехорошее, да, мы делу не поможем, мы только все усугубим. Поэтому нам нужен мир, пожалуйста. Окей? Это очень важный момент. Вот. Поэтому не верим голословным моментам. Вот я хочу дать совет, знаете, вот, все, кто хотят стать президентом, я вам дам совет. Конкретный совет, гарантированный, который ваши шансы повысить до вот этого. Хотите совет, как стать президентом? Очень простой совет, но он очень действенный. Итак, для молодых это, возможно, в 29 году у вас есть шансы, для кого-то в 23 году. Короче, вы просто делаете из себя свою лучшую версию и начинаете реально приносить пользу людям. Когда у вас будет, вы принесете пользу в Кыргызстане 1 миллиону граждан Кыргызстана, которые там своими действиями, своими товарами, услугами, там, консультациями, идеями, всем, что хотите, словом своим даже. И 1 миллион граждан будут знать вас лично, скажут, блин, да, он или она мне помогли, моей семье, там, я получил рабочее место, я получил знания, я получил поддержку, я получил моральную поддержку, была финансовая поддержка, материальная поддержка, неважно, любом, или там создал какой-то продукт, который мне помогает, там, вылечивать меня, все что угодно, да. Если вы получите благословение 1 миллиона граждан, считайте, что вы получили благословение Всевышнего. И тогда вы имеете моральное право подумать о президентстве. Когда вы на свои средства, то есть вы как человек дающий, принесли пользу 1 миллиону граждан Кыргызстана, вот тогда вы имеете реальное моральное право только задуматься. Это не факт, что вы можете стать лучшим президентом, но вы как минимум имеете моральное право. А так вот обещать, я сделаю то, я сделаю это. Если ты в своей жизни на свои ресурсы своей компании, на свои команды, там, свои мозги, ты не принес пользы, ты не будешь этого делать там. К сожалению, многие приходят в власти, чтобы брать, получать, ложить себе в рот только. Кушать себе. К сожалению. Но нужно быть человеком дающим. И если в своей жизни, да, в своей частной жизни, ты человек дающий, приносящий пользу, ты и там, когда станешь президентом, будешь человеком дающим, созидательным. Но если ты на свои деньги этого не делаешь, на свои ресурсы, о чем мы говорим? Понимаете? Пожалуйста, вот это очень важный момент. Очень прошу вас, давайте мы больше не будем ошибаться и не будем вестись на поводу у таких громких людей, которые будут лозунги. Нам нужен мир. Вот честно говорю, нам нужен мир. Окей? Не нравится правительство ЖК или президент? Пожалуйста, на выборах переизбирайте или выбирайте других. Но вы должны пойти цивилизованным путем. Это самое лучшее. Окей? Пожалуйста, если то, что я вам сейчас сказал, было реально для вас полезно, очень прошу, поделитесь этим видео. Через WhatsApp, через YouTube, мы везде разместим, ссылку отправьте, пусть посмотрят. Потому что вот, нужно научиться делать правильный выбор. Это очень важно. Спасибо большое. Последние Орозо. Всем желаю мира. Давайте мы все-таки из этой ситуации с пандемией, с вирусом, с экономическим кризисом, давайте мы уже практически упали на дно опять. Мы очень много лет сейчас экономимся. Давайте мы все хотя бы именно в части выбора научимся выбирать правильных людей. И научимся в конце концов отделять людей дела от людей, которые просто говорят и думают только о себе. Человек, если в своей жизни не был дающим, он и когда придет во власть, он не будет дающим. Если не был созидателем, он и там не будет созидателем. Не верьте словам. Изучите, что человек сделал и делает. Спасибо за внимание. Успехов, хорошего дня.